платформам, их порядка 8, и нужно сказать, что со стороны министерства методологически мы даем возможность учителю, школе и региону самому выбирать. То есть весной всегда и задавали вопрос, на какой платформе будет. Но дело в том, что платформ очень много, и это образовательные услуги, это в то же время и рынок. Поэтому дать возможность проявить IT-компаниям себя, дать возможность учителю выбирать, а не навязывать там, министерству какое-то решение. Вот такой подход у нас выбран, и каждый регион сегодня может, и каждый учитель может, и школы могут выбирать свою собственную платформу казахстанскую и на ней. Более того, операторы связи, все операторы сотовой связи и Министерство цифрового развития, мы получили хороший опыт весной, когда в рамках меморандума они пошли на беспрецедентный шаг, дав бесплатный, безлимитный доступ через мобильные телефоны и компьютеры и так далее для образовательных платформ, порядка 380 таких. Мы этот опыт в этом же году учебном снова начинаем, и с 20 августа все, кто использует сотовыми телефонами, мобильной связью, интернетом, они также могут бесплатно, безлимитно пользоваться всеми образовательными ресурсами отечественными. Это вот со стороны государства поддержка отечественных платформ, отечественных компаний, чтобы контент наращивался и он становился более популярным у нас в стране.